Мухаджирство на Кавказе. 21 мая 1864 года закончилась русско-кавказская столетняя война, впоследствии которой началось переселение местного населения в Османскую империю. Это событие в истории известно под именем мухаджирства. Мухаджирство является общекавказским процессом насильственное переселение местного населения в Турецкую империю, которое происходило в XIX веке. Мухаджирство связано не только с северокавказцами, но и с Грузией тоже, поскольку грузины также были мухаджирами. Население Самсхет-Джавахети было насильственно переселено, когда Российская империя покорила Ахалцихский пашалык в 1828 году. После этого местное магометанское население переселилось в Османскую империю. Мухаджирство как будто связано с религиозным моментом, но это не совсем так. Мухаджирство – это политический процесс. Российская империя хотела избавиться от населения, особо враждебно настроенного к ней. В 1859 году закончился один этап русско-кавказской войны, когда Россия покорила Северо-Восточный Кавказ, Чечню и Дагестан. За этим последовало переселение одной части населения Чечни и Дагестана до 100 тысяч душ в Османскую империю. Второй этап русско-кавказской войны и в целом русско-кавказская война закончилась в 1864 году покорением Западного Кавказа, когда Российская империя покорила черкесские племена. Война закончилась 21 мая 1864 года в верховьях реки Мзымта, где Ахчипсо, горное общество зихов, были покорено русскими, и 21 мая здесь было объявлено об окончании русско-кавказской войны. Также были переселены многочисленные черкесские этнографические группы – бжедуги, абадзехи, шапсуги, надхуаджи, натухайцы. Также полностью переселились убыхи. Переселились зихи тоже. С 1864 года Северный Кавказ стал непосредственным административным округом России. После этой войны российская власть уже решила окончательно покорять Абхазию,